Мы с вами сегодня будем, план нашего занятия таков. Немножко мы с вами поговорим о теории, буквально совсем чуть-чуть. Вспомним с вами инструменты актера, я думаю, вы, наверное, их помните. Пробежимся по словарю театральных терминов, не подзабыли ли там чего. Проведем артикуляционную гимнастику, скороговорочки, как всегда, что мы можем делать. И поработаем с этюдами. Тема очень важная – инструменты актера. Актер. Кто это такой актер? Салям, Дастар! Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа Кайнар Уэнд. И сегодня с вами Камбек Адиль И Хадиша Ашкеева. Адиль, наша редакция дала нам задание посетить театральную студию «Маска». Жақсы, бірақ біздің дәстүріміз бойынша кім-кімнен сұхбат алатынын білейік. Хорошо. Давай. Сулива. Мен жеңдім, сәттілік бізге. Хорошо, пойдем. Здравствуйте. Мы журналисты медиацентра Кайнар КЗ. И мы больше хотели узнать о вашем коллективе. Добро пожаловать в нашу театральную студию Маска! Любовь Александровна, у кого из ваших воспитанников можно взять интервью? Да, взять интервью можно почти у всех, которые уже не первый год ко мне ходят. Но я бы хотела порекомендовать вам вот эту девочку, Юлю Кальянову, которая ко мне ходит уже в студию 9-й год. Да, Юлечка, с 1 класса. Я когда-то очень хотела поставить спектакль про серую шейку, продолжение серой шейки, и мне никак не находился главный герой. И вот однажды свершилось такое чудо. Мама привела ее маленькую такую девочку, и вы представляете, там был весь текст, огромный текст серой шейки. Юля, ты была в серой шейке, и она его выучила, и мы показали его, это был вообще фурор. И я очень благодарна с тех пор, что всегда говорю о Юле именно это качество, но в первую очередь. Потом еще и много у нее других качеств. Она у нас очень ответственная, она дисциплинированная, она болеет за наш театр душой, что это очень важно. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Юля, почему именно театр и давно ли ты этим занимаешься? Я не знаю, как я пришла именно к театру, но меня с детства туда тянуло. Мне мама рассказывала, как у нас в садике была театральная студия, куда я ходила, и мне очень нравилось. Давно ли я занимаюсь? Вот, я занимаюсь с садика, тут я занимаюсь с 1 класса, а в садике я занималась 2-3 года. Много ли ты ролей сыграла, и какая твоя самая запоминающаяся и любимая? Я не помню, насколько много я ролей играла, но самая запоминающаяся, как сказала уже Любовь Александровна, это «Серая шейка». Это моя первая роль тут, в Кайнаре. Мне она очень понравилась. Но недавно мы ставили спектакль «Овраг», и там у меня была роль такса. Эта роль была как моя жизнь, мне даже не пришлось играть, потому что роль полностью была похожа на меня. Юля, есть ли у тебя какие-то секреты, как ты перевоплощаешься в разные роли? Каких-то определенных секретов нет. Я просто живу этой ролью, узнаю о ней. Мне просто нравится играть. Просто живу этой ролью. Юля, а ты можешь вспомнить, какой ты была, когда пришла сюда в 1 классе, и какая ты сейчас? Произошли ли с тобой какие-то изменения? Да, определенно произошли. Я пришла сюда такой скромненькой девочкой. Я стеснялась много, но сейчас я уже... Это Маска как мой второй дом. Я спокойно сюда прихожу и вообще не стесняюсь. Юля, что бы ты сказала сверстникам, которые ничем не занимаются? Ну, я бы им посоветовала найти себя в первую очередь. Не обязательно это должен был быть театр, просто чтобы они поняли, кем они хотят быть, поняли просто себя и начали заниматься этим. Поставили перед собой цель и начали потихоньку ее достигать маленькими шажками. Спасибо за интересные ответы, Юля. Мне было приятно с тобой побеседовать. Мне тоже. Любовь Александровна. Меня зовут Адиль, и мой первый вопрос. С чего все начиналось? Начиналось все с того, что я однажды зашла в Кайнар
Это было в 2000 году. Тогда в то время был театр «Зеркало», вел его Кайыржан Жатымович, но он ушел в АНИ работать, и я набрала свой коллектив и назвала его «Маска». Первого ребенка, которого я нашла буквально на улице, играли они во дворе, была Каумбекова Акмарал и ее сестренка Каумбекова Самал. И вот им уже сегодня где-то больше 25-26 лет, первые мои выпускники. Ну вот так начиналось. А первый урок и первый спектакль помните? Ой, конечно, помню. Я помню, собрала очень много детей и назначила им репетицию прийти первое занятие в воскресенье. И когда я зашла в зал, было более 70 детей, я растерялась, я не знала, что с ними делать. И вдруг я вспомнила один спектакль, который назывался «Репка» на новый лад. И стала детей производить среди них кастинг, кто какую роль будет играть. Вот этот урок, у меня вот этот спектакль, я до сих пор его люблю, «Репка» на современный лад, и как играли. Я помню, вышел один мальчик, Вова Котов, и думаю, боже мой, зачем он сюда пришел? Он совсем вот, ну никак на актера не похож. А он был такой скромный. А когда начал играть зайчика, я до сих пор это помню, он так скакал по сцене, что мы его не могли остановиться. Мы сразу подарили ему аплодисменты. Этот мальчик сейчас в Москве снимается в фильме «В универе». Вот. Это вот мои первые дети. Первый спектакль, который мы поставили, был еще раз о «Красной шапочке». Никогда не забуду, как мы его готовили. Буквально через полгода мы поставили его на сцене Анера, приняли участие в конкурсе. Заняли тогда 3-е место, но это было очень почетно для нас, потому что было мало совершенно времени на подготовку. Дети были новые, еще всего прошло полгода. Сказать, что это был коллектив, это ничего не сказать. Это были просто дети, пока я их потом собрала в коллектив. Вот. Этот спектакль прекрасно помню. Мои первые актеры до сих пор вот в этом спектакле главную роль играла Ирина Баренькова, и мы до сих пор с ней общаемся. У нее уже сын взрослый, ему уже 5 лет, и она до сих пор со мной дружит, до сих пор всегда спрашивает, как и что. Буквально мы вот выступали в амфитеатре, и она подходила со своим сыном, помогала нам, играла вместе с нами. Вот. Они не забывают театр, вот мои первые выпускники. Как создается ваш репертуар и костюмы? Репертуар, ну, он создается по-разному. Вот иногда мне увидела что-то где-то, прочитала, и вдруг мне захотелось его поставить. Прям очень захотелось, и мы эту вещь осуществляем, готовим спектакль. Потому что ни один спектакль, который я читаю где-то, пьесу, ни одну пьесу, которую читаю, мне не нравится в том варианте, как он есть. Потому что мне нужно подогнать под моих детей, роль подобрать под каждого. Вот таким очень тяжелый процесс вот именно репертуара. И сказать, что там вот очень много, что можно ставить и нравится, нет. Приходится выбирать, приходится копаться, подгонять, подбирать. Вот. Ну а костюмы, конечно, в соответствии с возможностями. Где-то мне очень помогают родители. Вот когда мы защищались в Образцовой, в 2016 году у меня участвовало более 50 детей, и каждый ребенок пошил свой костюм. Отдельно шили у меня русалочки, отдельно шили рыбки золотые, всякие у меня там скрабы были, птицы, костюм птицы, все шили родители. И я им очень благодарна, очень. И когда я обращаюсь с помощью, они оказывают помощь. На восточную сказку «Султан», которая стала главной в нашем репертуаре, который мы очень любим, и уже с 2000 года, я даже не помню, сколько раз мы его поставили в разных репертуарах и в разных интерпретациях. В конце концов, последний вариант, это мы сами додумали его, на современный лад перевели, потому что сегодня время так просит, требует. Эти костюмы пошил нам Кайнар. Большое спасибо руководству, потому что костюмы красочные на всех конкурсах. Это жюри отмечает. Спектаклей было за почти моих 19 лет поставлено более 70. Жанры разные, но самый любимый жанр есть, остается и будет, наверное, оставаться. Это сказка. Очень нравится мне самой, нравится играть детям, потому что театр – это волшебный мир, волшебство. И я всегда говорю детям, мы с вами волшебники, мы с вами творим чудо.
когда ставим спектакль, когда готовим, и когда уже проходит тот момент, когда выходим на сцену и играем, ну, это ни с чем не заменимый момент. Любовь Александровна, какие произведения казахстанских авторов вы ставите? Ну, я хочу сказать так, что именно произведения казахстанских авторов у меня совсем пока еще мало. Мы пробуемся в этом направлении, потому как не совсем все мне понятно, и я боюсь иногда сделать не так, как должно быть, навредить. Мое самое главное кредо – не навредить. И мы пробовали уже, мы ставили «Джуд», очень серьезный спектакль о голодовке, вот эти года голодовок. Но он коротенький, как отрывок. Мы попробовали Алжаса Жанайдарова. Ставили спектакль, сказку «Перекати поле» по мотивам философской притчи казахской. Тоже это была моя проба пера. Мы заняли 2 место. Тогда был конкурс. Мне это очень нравится. Сегодня мы делаем постановку, работаем над ней. Я думаю, что она у нас к концу года будет готова. Сказ о мудрой дамбре, голубом цветке и золотом троне. Это очень глубокое произведение, которое раскрывает, что такое дамбра, что такое цветок степи, что такое золотой трон. Это богатство народа. В общем-то, такое глубокомыслящее произведение. Мы пытаемся его делать, стараемся, и думаю, что у нас получится. Мы прям заинтересованы. А кто из воспитанников пошел по вашим стопам? Немного детей идут именно в театральную деятельность, обучаются в таких колледжах, в институтах. В Омске, в колледже Омском, учится Федоренко Олег. Он же на 3-м курсе, и у него очень прекрасные успехи. Его и на курсе очень уважают. Он учится там, где когда-то учился наш знаменитый актер Устюгов. И все ему говорят: о, ну ты же с Экибастуза. Там преподаватели знают наш город именно по Устюгову. Олег ставит очень много там спектаклей, участвует везде с ними, с этими постановками, занимает призовые места. Я за него рада. Он беспокоится за нас, мы беспокоимся за ним. Свою полностью учебу он оплачивает сам. Он занимается аниматорством. То есть он полностью растворился в искусстве и видит себя только там. Другого пути его нет. Поэтому из многих детей вот такие бывают прям изюминки. Миша Зазуля учится в Барнауле, но он в театральном училище, но на отделении хореографа. Хотя театральная подготовка ему очень помогает войти в образ и так далее. Айжан Тулегенова учится в АКСУ, поступала в Астану, прошла, но там было платно, она не смогла оплатить. Вот, ждет этого года, чтобы еще раз попробовать 2-й год. Очень яркая, прям актриса. Сегодня ее в АКСУ называют актриса. У нее даже такое амплуа такое. Ну вот, пожалуй, все, наверное, чтобы именно те дети, которые занимаются театром. А какие предпосылки должны быть у ребенка, чтобы стать вашим воспитанником? Она единственная. Это предпосылка. Любить театр. Жить в нем. А все остальное мы здесь научимся всему. Если ты любишь, если у тебя душа открыта, если ты горишь, если у тебя горит все внутри, и ты хочешь творить, вот ты наш. Спасибо, Любовь Александровна, за ваше прекрасное интервью. Ну, а маске удачи и успехов. Спасибо вам, уважаемые ребята, что вы проявили такой неподдельный интерес нашей маске. Мы ждем вас в гости. Адиль, «Маска» такой интересный коллектив, можно многому научиться. Ты согласен со мной? Да, согласен с тобой. На этом все, друзья. До новых встреч! До свидания.